Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем нашу виртуальную экскурсию из цикла «7 дней с музеем». И подходим к нашему следующему неочевидному объекту. Это Якутская ТЭЦ. Все очень хорошо это здание знают, но далеко не все знают, что у него очень интересная история. 6 августа 1914 года в городе Якутске был настоящий праздник. В этот день в Якутске заработала первая электростанция. До ее основания была проделана огромная работа. Необходимо было убедить гласных городской думы дать согласие на строительство подобного объекта. Необходимо было убедить руководство Восточной Сибири, необходимо было обратиться к императору, необходимо было собрать довольно большую по тем временам сумму. Стоимость электростанции должна была обойтись более чем 100 тысяч рублей. Огромную работу в этом направлении проделал губернатор Иван Иванович Крафт, который вложил много сил и души в развитие вот этой идеи электрификации города Якутска. Он лично обратился к Николаю II, он лично использовал свои связи для того, чтобы убедить генерал-губернатора Восточной Сибири, и его усилия не пропали даром. Из государственной казны на строительство электростанции в Якутске было выделено 20 тысяч рублей. Генерал-губернатор Восточной Сибири из своих ресурсов выделил аж целых 80 тысяч рублей. Но, кроме того, существовали и частные пожертвования. Мощность впервые открывшейся электростанции составляла 180 киловатт-час. Кажется, нам сейчас, наверное, такая мощность смешной. Этого хватало для того, чтобы осветить город, чтобы заработало 60 уличных фонарей. Но, честно сказать, идея этого проекта и основная инициатива принадлежала отнюдь не губернатору. Она принадлежала замечательному, очень интересному человеку. Да, вот я вам хочу продемонстрировать. Это вот самая первая схема электросетей города Якутска. Вот так она выглядела. Нам сейчас кажется, конечно, смешным такие цифры, 60 фонарей, но по тем временам это был огромный технический прорыв. И инициатором этого прорыва стал замечательный человек, который сделал очень-очень много для города Якутска в разных сферах деятельности. Алексей Алексеевич Семенов. Вот такой удивительный человек. Он происходил из приамурских крестьян, закончил всего-навсего Троицко-Савскую школу, работал в компании Какувин и Басов, начиная с мальчика на побегушках и заканчивая руководителем этой фирмы. Очень большой вклад внес в экономику Якутии, был очень высокообразованным человеком, еще в детстве выучил эсперанто и благодаря этому смог посетить все крупнейшие города Европы. Алексей Алексеевич очень близко дружил с Максимом Горьким. И после того, как в 1929 году Алексей Алексеевич, будучи наркомом финансов Якутской ССР, ввел так называемые винные деньги, Алексей Максимович Горький написал о нем целый очерк, называющийся «О единице», где он вот показывает, что один человек с помощью такой вот энергичный, инициативный, грамотный человек тоже может сделать очень многое даже и в одиночку. Вот. Якутская и электростанция эта продолжала снабжать город достаточно долго. Вот
до 29-го, по-моему, как раз года. Вот. Благодаря усилиям, соединенным усилиям Алексея Алексеевича Семенова и Ивана Ивановича Крафта, город Якутск стал первым сибирским городом, в котором появилась собственная электростанция. Судьба Алексея Алексеевича, к сожалению, печальна, как многих удивительных людей начала 20 века. До 1933 года он занимал пост наркома финансов Якутской ССР. В 1937 году он был арестован, в 1938 году, 3 октября, он был расстрелян. И в 1957 году, естественно, он был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Вот. В это же время началось строительство более крупного объекта энергетики, первой якутской ТЭЦ. В 1937 году возле реки, приблизительно на том же месте, где стоит и современная ТЭЦ, было заложено здание первой якутской теплоэлектроцентрали. Надо сказать, что это был очень сложный по тем временам инженерный проект, поскольку до того времени не было в России ни одной электростанции, построенной в условиях вечной мерзлоты. Поэтому те публикации, которые делали инженеры-строители, инженеры-проектировщики этой электростанции, они с большим интересом принимались не только специалистами в России, но вызывали восхищение и многих специалистов на Западе. Как всегда это бывает, такой значительный объект, как электростанция, должен был быть открыт к празднику 7 ноября. Поэтому работы велись, несмотря ни на какую погоду, ни на время года, даже зимой, в ужасных, конечно, очень сложных условиях. Ну, трудно себе представить, да, что можно проводить строительство в климате за 50 градусов мороза, но тем не менее поистине героическими усилиями работников и руководства строительства результат был достигнут вовремя. Вот здесь на фотографии, не поворачивается почему-то, поэтому вот так, на фотографии якутская ТЭЦ в 1937 году. Вот я думаю, что ее многие жители нашего города старшего поколения, они ее помнят, потому что она примерно так же выглядела еще и в 60-е годы. И вот здесь на фотографии, глядитесь, пожалуйста, в эти лица, это первые работники, первые энергетики Якутии, первые работники Якутской теплоэлектроцентрали. Вот эти люди, которые давали свет в 30-е, 40-е годы не только на город Якутск, но и ближайшие районы. Одним из прославленных руководителей Якутской теплоэлектроцентрали был Анатолий Чубчиков. Тоже очень интересный человек, высокообразованный, очень решительный, очень волевой. По рассказам самих энергетиков, за 20-летнее руководство якутской ТЭЦ Чубчиковым на электростанции не случилось ни одной аварии. Вот бывают у нас такие замечательные руководители. Для нашего города, конечно, чрезвычайно важно. Вот символом своим, но энергетика – это в наше время самое главное. Все у нас строится на электричестве, мы от него все с вами зависим. И энергетики, наши якутские, своим символом выбрали вот такое могучее, сильное, волевое животное. Вот фотография тоже сделана зимой.
Вот, хочу сказать, что часть фотографий, вот этих видовых, пейзажных, это фотографии сделаны действительно зимой, в январе 2009 года Надеждой Александровной Строговой, очень увлеченным фотографией человеком. Вот, если у вас, дорогие зрители, есть какие-то вопросы, может быть, какие-то интересные высказывания, то, пожалуйста, публикуйте их в комментариях. На все вопросы мы будем вам стараться отвечать. Спасибо за внимание. Мы еще немножко отдохнем и продолжим наше путешествие.